Калмыкия масштабно отметила День калмыцкого костюма. Напомню, праздник был утвержден Народным хуралом Калмыкии весной. Согласно законопроекту, праздник отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Открыл ряд мероприятий, посвященный национальному наряду «Этнофорум». На площадке были обсуждены традиции изготовления национального костюма, а также расширение сферы его применения с использованием современных материалов. Подробнее в нашем следующем материале. Новый праздник в календаре нашей республики обратил все взоры на калмыцкий национальный костюм. Согласно решению Хурала, празднование Дня калмыцкого костюма станет ежегодным во вторую субботу сентября. Инициативу от группы лиц на рассмотрение коллег внесла депутат Хурала Ольга Бадмахалгаева. Данный день послужит такой хорошей традицией для того, чтобы наш народ помнил, кому мы принадлежим, да, кто мы есть. И в этот день или в эти дни обязательно одевали на себя калмыцкие костюмы и рассказывали подрастающему поколению нашу культуру, историю и наши традиции. Первое празднование проходит 9 и 10 сентября. В пятницу стартовал этнофорум, оживив предсезонный театр кукол «Джангар». Торжественная часть заполнила зал звуками фанфар. Благодарности Министерства культуры и Народного хурала вручили хранителям традиций и мастерам по изготовлению калмыцких нарядов. После этнофорума мы планируем выпустить методические рекомендации для того, чтобы не допускать каких-то нарушений в целостности калмыцкого костюма, потому что мы понимаем, что сцена несет свои особенности, но при этом важно соблюдать какие-то элементы, которые нельзя нарушать. Поэтому методические рекомендации будут розданы во все муниципальные образования. Также здесь еще присутствуют делегации из тех швей, которые отшивают костюмы для школьных коллективов в том числе. За круглым столом состоялся содержательный полилог ученых, фольклористов, искусствоведов и филологов. Темы докладов отражали все аспекты истории и теории создания калмыцкого костюма. Мне кажется, что хорошо, что вообще создали этот праздник. Да, он очень нужен народу для поддержания народного духа, для поддержания своей самобытности и вообще даже не знаю как. Ну, вообще вот круто, чтобы народ вообще сплотился вместе в национальных костюмах. Это очень здорово. У многих народов есть праздник национального костюма, да, и совершенно вот замечательно, что теперь и у калмыцкого народа тоже есть такой праздник, что мы все вместе можем выйти в таких прекрасных нарядах. По итогам содержательного и познавательного этнофорума оргкомитет выпустит методический материал для профильных специалистов. Тема истории и особенностей калмыцкого национального костюма уже ожидает своего развития в следующем, втором праздновании 2023 года. Цаган Мукавюне, Эльвик Якшаев, Ольга Гармаш. Информационная программа «День республики». И в продолжение темы. Жители республики прошли по главным улицам населенных пунктов в национальной одежде. В Элисте шествие растянулось от Пагоды 7 дней до Площади Победы, продемонстрировав красоту и изящность национальных нарядов. Как отметили участники парада, утверждение праздника Дня калмыцкого костюма несет с собой важную миссию популяризации калмыцкой одежды и сохранения культуры кочевого народа. Праздник очень масштабный, красивый. Я не знаю, честно говоря, не первый раз принимаю участие в таких. Ну, не знаю, может быть, патриотизм какой-то играет, что ли. Хочется все-таки иногда костюм надеть и так прогуляться, когда банально по городу. На самом деле это новый праздник, но праздник, который имеет прямое отношение к нашей истории, к нашей культуре, к нашей самобытной культуре. И поэтому, безусловно, вопрос не стоял для Министерства социального развития, труда и занятости, участвовать или нет. А я всегда люблю свой калмыцкий костюм. И сегодня такой замечательный день. И я решила тоже отметить это от колледжа нефти и газа. Мне нравится ходить в калмыцком платье.